Сегодня очень хороший день, не жарко, идет посадка. И на душе, честно говоря, становится лучше и лучше от этого. Сейчас находимся в дендрарии заповедники. Это участок на улице Горького, 135. Дендрарий-заповедник – это участок ботанического сада нашего, который построен по ботанико-географическому признаку. И вот посольство Кореи в Кыргызской республике предложило нам такой проект, чтобы облагородить участок как раз Дальнего Востока и зарубежной Азии. Мы выбрали эту территорию, потому что как раз корейские растения растут вот в этом регионе. Здесь у нас вот большой был пруд с кувшинками. Сейчас этот будет тоже восстанавливаться. Ну и по дендроплану мы сейчас высаживаем растения, которые были закуплены тоже посольством Кыргызстана, вот в рамках посольством Кореи в Кыргызстане в рамках этого проекта. И сейчас вот дизайнеры расставили уже по плану эти растения, и мы сейчас вот все вышли на работу и сейчас высаживаем растения по этому проекту. Здравствуйте, меня зовут Переяславский Дмитрий Александрович, я работаю в общественном фонде «Инициатива Арча». Мы помогаем ботаническому саду в возрождении его. И вот сейчас как раз такой шаг, что данному участку уделили внимание корейское посольство, корейская диаспора. И в рамках их проекта реализуется корейский сад. Конечно, это реализуется в дендрарии, где у нас представлены секторально. Это у нас территория называется Зарубежная Азия. И здесь разработан был такой сад в природном стиле. Здесь нету четких линий. Здесь предполагается собой пагода, водоем, в котором у нас будут нимфеи, рыбы-кои. Нет, вход центральный будет оттуда. Это у нас с вами технический проезд, чтобы сюда доставлять было. Здесь в основном используется корейская флора. Вот здесь подразумевает собой строительство пагоды. Здесь будут лотосы, они у нас зимуют, и лотосы, нимфеи, и рыбы-кои, такие красные раньше, которые вы видели, большие. Они будут зимовать здесь и нормально себя будут чувствовать. Здесь очень много будет цветущих растений. Здесь будут декоративно-лиственные, которые будут яркие. Вот в частности мы с вами видим, вот, допустим, клены, которые распространены в зарубежной Азии. Это у нас с вами, да, это клены и в Корее существуют, и на Дальнем Востоке, и в Японии они существуют. Также здесь очень много гортензий, которые цветут вот такими большими соцветиями продолжительно, практически все лето. И на зиму они уходят, в осень они уходят такими темно-красными. Ну, большое количество будет хвойных, барбарисов. Особенностью корейских садов это то, что они весьма яркие. И это будет очень интересно для посетителей, что они будут видеть, насколько все прекрасно. Ну и дорожки. Здесь будет, на данный момент мы просто контуры определяем. А в будущем дорожки будут пошаговые дорожки. Здесь не будет асфальтированных дорожек. В общем, все будет в природном стиле. Ну и, конечно, что очень приятно, что начинает посольство открывать в ботанических садах свои именно территории. Конечно, первыми у нас с вами взял эстафету это корейский сад. Спасибо им большое. А так мы знаем, что во всех странах существуют там и японские сады, и корейские сады. Ну вот мы сказали, первая ласточка пришла, первых всегда запоминают, и мы постараемся сделать этот сад таким красивым, чтобы жителям и горожанам, и гостям было всегда радостно посетить наш ботсад, это было нашей гордостью. Мы каждый год садим, что-то пересаживаем, что-то сеем. А сколько мы сеем еще? Ведь работа наша здесь заключается в том, чтобы из семян, которые мы получаем по обмену с другими ботаническими садами мира. У нас есть специальная теплица рассадочная. Мы из этих семян выращиваем сначала проростки, проращиваем, потом расшколиваем их, делаем маленькие растения. Потом эти маленькие растения выращиваем на наших питомниках здесь, а потом производим посадку. Вот как сейчас мы садим, вот точно так же в этом году мы садим, каждый год мы рассаживаем из питомников, подсаживаем на
уже постоянные места произрастания, те растения, которые у нас коллекционно должны здесь произрастать. Поэтому сколько их, ну не знаю, сотни. Корейские сады обычно такие яркие. Растения с яркими листьями или ярко цветущие. Вот даже гибискус сирийский является символом Южной Кореи, вот часто его сажают. И сейчас вот мы подобрали такие растения, например, как клен веерный. Это такое интересное растение, которое вот не простые кленовые листочки, а очень резные. И взяли такие сорта, которые красные в течение всего сезона вегетативного. Еще, конечно, пихта корейская. Это растение такое монументальное, которое будет расти много лет. Оно медленно растет, но оно долго живет и будет очень украшать этот участок. Вот. В то же время привезли, например, еще гортензии. Гортензии как раз метельчатые, их сорта. Гортензия метельчатая – это тоже вот растение того региона. Вот. И так очень много по списку растений, вот, которые мы будем сажать. И для нас многие из них новыми являются. Многие, например, мы уже изучили, знаем, что они здесь, значит, хорошо адаптируются, а некоторые мы будем вот снова изучать. Это по многолетним наблюдениям мы потом будем рекомендовать их в зеленое строительство нашего Кыргызстана. Это тоже вот очень важное исследования. Вот это уже кустарники, это гортензия, да, получается? Да, это гортензии. Это да. гортензия, Ну, гортензии вот не любят такого яркого солнца, поэтому мы их сажаем в такой полутенечек. Сразу видно, что это гортензия, да? Мгм. А, Это вот как раз гортензия метельчатая, лаймлайт. Это вот такой очень хороший сорт. Он, причем у гортензии метельчатой, они в течение сезона, вот как зацветает, они меняют цвет. И потом он становится, ну, сначала таким вот лаймлайт, то есть он такой желтый, желто-зеленый, потом немножко розоватый становится. И вот все паникуляты, у них соцветия пирамидкой. Вот не круглые, а пирамидкой. Тоже очень красиво. Высокие кустарники. То есть будет украшать здесь очень хорошо. Это. Потом барбарисы Тунберга. Это тоже вот дальневосточное растение. Барбарисы Тунберга тоже очень много сортов. И разноцветные листья у них. Вот, бывает карликовые, бывает повыше немножечко. И как раз тоже будет украшать в течение всего сезона. Не только осенью будет окрашиваться, а так будет вот и с желтыми листочками, и с красными листочками. Будет очень красиво тут. Ее надо сажать вообще не на открытом месте, полутенечек, и хорошо поливать, потому что гортензия по латыни гидрангия, то есть любящая да? воду. И отсюда, значит, хорошо поливать. Хорошо Вот, поливать, да, Ну, гортензию? а гортензия, вот эта вот, которая дает шары разного цвета, там все зависит от почвы. Вот, если, значит, почва у нас щелочная, значит, они будут розовые. Если она кислая, они будут голубые. А из-за у нас, почвы тоже, да, зависит? Конечно, очень зависит. Именно у этой гортензии. Вот. И получается так, что... Так, 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 сейчас да. воткнем. Да. Так, сильно заглублять не будем. Вот так вот. И горшочек. Вот. И поэтому, если подкислять, у нас в Кыргызстане в основном почвы щелочные. И у нас они в основном все розовые. Розовые, да? Розовые, там Белые, красноватые. Нет, белые там нет этих специальных окрасителей, пигментов, поэтому пигментов нет, поэтому она будет белая. А вот которые розовые, они могут стать голубыми, если вы подкислите почву. Но у нас, поскольку все время поливается, кислую почву дает торф, например. Вот они сейчас вот эти привезенные, они все с торфом. Вот. И если вы, значит, эту... И вот у нас голубые такие шарики получаются под хвойными растениями. Вот где, потому что хвоя тоже подкисляет почву. И там бывает на одном кусту и розовые, и голубые, очень красиво смотрится. Да. Вот
они вот как-то голубеют немножко из-за вот хвои. А так вообще у нас в основном розовые Розовые, оттенки, да? потому Вот что из-за- щелочные почвы. Не вывалилось? Положительно. Это хорошая идея посадить, не помню уж сколько там, какую сумму называл министр нашей экологии, женщина, вот, которая пришла. Да, это хорошая идея, и сажать деревья надо, и чем больше, тем лучше. Ну, в отношении посадок растений я уже сказал, что это все хорошо, но мой взгляд на это дело не заканчивается только посадками растений. Я тут как ученый хочу сказать дополнительно. Чтобы вырастить этот миллион, допустим, растений, их надо поливать. И поливать их надо, ну, минимум хотя бы, ну, в сезон хотя бы, ну, раз 10 их надо полить, чтобы они прижились. И в следующем году тоже раз 10 полить. То есть, когда мы говорим о посадке, массовых посадках растений, мы должны не забывать проблему воды. То есть, вот я помню, считал, сколько вот запланировано было посадить у нас растений в год вот этой экосистемы, но там про воду забыли. А это, я посчитал, это около 1 миллиарда кубических литров, да, воды. То есть это очень большие объемы воды. Вот тут не подумали, конечно, где брать эту воду, потому что у нас с водой действительно проблемы. Ну вот, это что касается биологических аспектов. У нас 7 секторов, потому что ботанико-географический признак. Но это прежде всего Кыргызстан и Центральная Азия, это наши растения. Это Северная Америка, Зарубежная Азия, вот где мы сейчас, Зарубежная Азия и Дальний Восток, Западная Сибирь, Крым, Кавказ, Европа. Это вот все сектора, по которым вот, ну вот территория определенная выделялась, и там сажались растения тех регионов. И велись наблюдения, это очень важно, вот, по фенологическим наблюдениям, очень важно многолетние именно наблюдения. Там можно даже судить уже, как изменяется климат, когда вот, например, какая-то фаза наступает раньше, чем обычно, или наоборот позже. Вот разные годы, там, допустим, что-то подвергается заморозкам, что-то нет. Естественный листопад или, опять же, замерзли листочки. Это очень важно. Вот. И для озеленения важно, когда что зацветает, когда окрашивается листва, например. Это очень важно. Поэтому вот эти фенологические наблюдения научные, многолетние, они вообще вот заносятся в журналы специальные фенонаблюдений и очень важны вообще для науки и для, ну, вообще для, как сказать, вот опыта озеленения, климата, вот это, как сказать, анализа климатических изменений, это все очень важно. Поэтому вот основная научная работа – это вот интродукция, акклиматизация, то есть как растения из других регионов у нас могут адаптироваться, как они вот приживаются. Ну и в то же время, конечно, нужно всестороннее изучение растений, то есть не только фенология, но еще и физиологические какие-то, значит, изучаются физиологические процессы, например, транспирация, водоудерживающая способность листьев, там, допустим, жароустойчивость. Потом, вот, опять же, очень важно это период покоя. То есть, если рано распускаются растения, значит, они подвержены, могут побиваться заморозками весенними, например, ранневесенними или поздневесенними у нас бывает. В общем, вот это все очень важно. Ну и потом, конечно, размножение растений. Вот мы тоже ведем эту научную работу, когда мы уже знаем, что растение может здесь у нас хорошо расти, можем мы его использовать в озеленении, расширять ассортимент озеленения наших городов и сел. И здесь уже надо размножить растения. И здесь мы проводим семенное размножение, опыты и вегетативное размножение в основном методом черенкования. У нас, смотрите, в любом саду водоем является сердцем.
А здесь, конечно, у нас такая квадратная форма. Здесь это в советское время было создано из утилитарных соображений, что легче было обслуживать. Но мы внутри будем дополнять водными растениями, такие, которые из воды будут. Это водные ирисы, которые будут такие торчать и цвести. За счет этого контуры водоема будут изменяться. Но и тоже хотелось бы, чтобы не было сильно больших затрат, поэтому контур был сохранен, но будет растениями разбавляться. После чего мы определили малоархитектурные формы, которые будут использоваться. Это у нас пагоды, которые будут существовать, это беседки, которые будут, ворота, забор. Все это мы продумывали согласно корейской тематике. Посмотрели, как у них, какие культурные вот эти коды существуют, что можно их в саду использовать. Вот. Значит, на основе этого мы создали 3D-модель, чтобы посмотреть пространственно, как это все будет выглядеть. Мы не будем сбрасывать с водоема, и рыбы, и лотосы останутся здесь. Лотосы и водные нимфеи. Вот. Лотос, скорее всего, будет либо Комарова, он самый северный, самый южный, где он может. Где в наших широтах он может зимовать. В частности, в Алмате он на Капчагае тоже зимует. Вот. Его можно тоже тут разместить, он краснокнижный. Лотосы будут сажаться, чтобы вы видите, вот корзины, видите, вот эти. Они также будут использовать, буквально туда насыпается глина, земля, костная мука и удобрения. И все это буквально ставится на дно. Все, и он в этом развивается. Потом, нужно, поделили, разделили, как бы. Так что, и мы всегда сможем переставлять их местами, допустим, если лотосы, если понравилось нам в середине, нам нужно, чтобы 2/3 поверхности водоема было закрыто растениями, тогда вода не будет цвести. Химию мы никакую не будем использовать, будет естественный светофильтр, чтобы не было цветения воды, чтобы не было болота. Вы знаете, я даже вам не смогу сказать, потому что это надо увидеть. Мы сами предполагаем одно, а когда это все распустится и в полной мере будет произрастать, это будет другой вид. Я вас приглашаю через год прийти в это же время, посмотреть, как это будет выглядеть. И мы сразу получим ответ на ваш вопрос. У нее на коре есть пупырышки, в которых содержится пихтовое масло.